информационная программа «Итоги дня». Расскажем о самых заметных событиях уходящего дня. С вами Дарья Короленкова. Добрый вечер. В начале коротко о темах. Встреча по регулированию конфликта на Украине перенесена, но несмотря на это, Россия сохраняет открытость к переговорам. В Якутии стартовала ежегодная отчетная кампания правительства по итогам прошлого года. Первым пунктом работы стал Момский район. В республике продолжается региональный этап чемпионата «Профессионалы». Торжественное открытие своего блока компетенций провел медколледж. В Нерюнгри прошел яркий фестиваль-конкурс народного героического эпоса «Сквозь века». Узнаем, чем запомнилось мероприятие нерюнгринцам. Сборная Якутии по художественной гимнастике готовится к важным стартам. Спортсменки тренируются под руководством главного тренера олимпийской чемпионки Ксении Дудкиной. Встреча по регулированию конфликта на Украине в Абу-Даби перенесена на 4-5 февраля из-за необходимости согласования графиков участников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на сложность процесса и наличие разногласий, Россия сохраняет открытость к переговорам. Ранее состоялись консультации Владимира Путина с делегацией США, где обсуждались ключевые условия урегулирования, включая вывод ВСУ из Донбасса. Глава Якутии Айсен Николаев на планерном совещании определил ключевые задачи для правительства и администрации на ближайшее время. Главным приоритетом назван старт отчетной кампании исполнительных органов власти. Глава региона поручил обеспечить личное участие министров и прямой диалог с жителями. Важным пунктом повестки стала новая мера федеральной поддержки. В этом году жители Дальнего Востока смогут получить до 700 тысяч рублей на замену устаревшего отопления в частных домах на современные экологические системы. Глава также подчеркнул, что приоритет в этой программе должен отдаваться льготникам. Таким образом, в Якутии стартовала ежегодная отчетная кампания правительства по итогам прошлого года. Первым пунктом работы стал Момский район, куда прибыла рабочая группа под руководством зампреда правительства республики Георгия Степанова. Очные встречи охватят все муниципальные образования региона и завершатся к началу марта в Якутске. Как подчеркнул Айсен Николаев, живой диалог особенно важен для жителей отдаленных и труднодоступных сел, так как позволяет напрямую обсудить развитие конкретных населенных пунктов. В рамках программы члены правительства не только отчитаются о проделанной работе, но и посетят социальные объекты. Кроме того, в республике запустили официальный сайт с отчетом правительства республики, где жители могут ознакомиться с итогами деятельности комбина за прошлый год и узнать график выездов рабочих групп в районы. Ресурс направлен на обеспечение прозрачности работы власти. Создание такого инструмента соответствует позиции президента России Владимира Путина о необходимости постоянного прямого диалога между властью и гражданами. Личное общение и оперативный доступ к официальной информации остаются ключевыми факторами укрепления доверия и взаимопонимания в обществе. Артиллерийские расчеты гаубиц в Харьковской области работают с ювелирной точностью. Нередко цель поражается уже со второго выстрела. О том, как куется боевое мастерство, как опытные командиры обучают новичков и почему в современной дуэли артиллеристы вынуждены постоянно смотреть в небо, в материале Александра Хавренко. В любое время дня и ночи в блиндаже у артиллеристов может прозвучать команда «К бою». В этот же момент весь расчет гаубицы Д-30 начинает свою работу. Из командного пункта задаются координаты. Наводчик настраивает орудие и звучит выстрел. Доброволец с позывным «Пума» подписал уже 4-й контракт и большую часть времени служит именно в артиллерии. Наша задача в основном это поражение живой силы, техники, опорных пунктов и блиндажей противника. Для начала нам дают цель, и мы готовимся и стреляем, куда нам указали. Тут работа тяжелая, надо копать все время и позиции новые, и блиндажи, да и снаряды тоже не маленькие. Вес снаряда 21 килограмм, как минимум, и заряд отдельно. Попасть в артиллерию стремятся многие, но берут далеко не всех. Настоящий артиллерист должен обладать рядом важных для работы качеств. Задача старших товарищей – эти качества рассмотреть и помочь в дальнейшем их развитии. Первые дни старшие расчета нас обучали
Не только по наводке орудия, но и по выверке орудия. Также снаряды готовили, взвешивали. Это ответственная, очень большая работа. А это уже командный пункт. Здесь в режиме реального времени при помощи дронов командир артиллерии наблюдает ведение боя. Отсюда же и поступают команды по корректировке орудия. Наши расчеты готовы работать 24/7, они всегда в круглосуточной боевой готовности. Но по сегодняшней обстановке, так сказать, военной, опасность непосредственно вся в воздухе находится. И работать с орудием в ночное время, это очень сильно привлекаешь внимание всех этих тяжелых дронов, типа Баба-Яга, гексакоптеры, также дроны Камикадзе. На сегодняшний день существуют еще и крылья. Все вспышки очень сильно видны ночью. Огонь по готовности! Из командного пункта ведется управление огнем гаубичных и минометных расчетов. Получив координаты цели, старший офицер батареи выходит на связь с командирами расчетов и начинается работа. Выстрел! Сегодня мы до обеда отработали с минометным расчетом. Стрелялись 14 мин, но вполне кучно летит. 4 прямых попаданий. Вообще минометчики сейчас, наши минометчики очень хорошо работают. В недавнее время мы отработали с одним артиллерийским расчетом нашим Д-30. Это с Ардана. Отработали по лесопосадке пункт управления БПЛА. Сделали 5 выстрелов. Есть попадание вблизи к блиндажу. Это очень хорошо. Работа у артиллеристов сложная, ювелирная, но наши парни справляются с ней на ура. Нередко поражает цель, если не первым, то уж точно вторым выстрелом. Александр Хавренко, специальные зоны проведения СВО для телеканала Якутия-24. 2 февраля Красная Армия разгромила немецких захватчиков в главной битве 20 века. Сражение за Сталинград значительно повлияло на исход Великой Отечественной войны. Отметили День воинской славы и в Якутске. Как именно, расскажем в следующем сюжете. 200 мучительных дней и ночей продолжалась Сталинградская битва, сражение, поменявшее ход Второй мировой войны. 2 февраля 1943 года над городом на Волге взошло долгожданное солнце победы, подарившее надежду на победу еще ярче и масштабнее. Но какой страшной ценой Сталинград заплатил за свободу? Больше миллиона человек были ранены или убиты. Мы не должны забывать, дети должны помнить, потому что история, если человек когда забывает, он теряется как государство. Поэтому мы для детей должны довести эту историю. Этим-то и занялись в памятную дату ветераны боевых действий. Рассказали ребятам о подвигах предков. Для семиклассницы Арины Николаевой битва за Сталинград вовсе часть семейной истории. Братья-прадедушки Иван и Михаил Павловы держали оборону города. Вчера, когда изучала о них историю, я прям не сдержалась, расплакалась прям навзрыд с моей мамой. Ну, прям было очень трогательно. Просветительские встречи с детьми проводят регулярно. И надо сказать, что все не зря. Успехов на военно-патриотическом поприще у якутской молодежи немало. Чего стоят триумфы нашей команды на всероссийском турнире «Путь воина». В День воинской славы воспитанникам одноименного центра присвоили высшие ступени отличия – курсант-боец и курсант-гвардеец. Я очень рад за то, что мне дали эту награду. И я горжусь собой и буду идти дальше. На будущее дальше быть курсантом Центра воин и дальше идти за достижениями. Такой запал есть где проявить. Курсанты готовятся к отборочным соревнованиям «Путь воина», которые пройдут в столице аккурат перед Днем защитника Отечества. Эржена Гармаева, Артумен Наговицын, Якутск. Администрация Ленского района подвела итоги за прошлый год, который прошел под знаком сразу 3 важных событий – года патриотического воспитания, 95-летия района и подготовки к 80-летию Великой Победы. Депутат ЛТУМ Наталья Сидоркина поблагодарила руководителей организации за успешную реализацию патриотических инициатив и активную общественную работу. Глава района Александр Черепанов в своем докладе осветил ключевые достижения, реализацию крупных инфраструктурных проектов и результаты
результаты сотрудничества с промышленными предприятиями. В ходе торжественного мероприятия заслуженные награды получили работники учреждений и активные жители района. 2026 год был официально объявлен в Ленском районе годом сохранения традиций. Но также хотелось бы отметить, что были проведены яркие, достаточно серьезные мероприятия. Вот, и по патриотическому воспитанию, одно из таких хотелось бы отметить, как патриотический форум. И мы с вами все согласились, что это хорошее начинание найдет отражение в следующих годах. И, конечно, не могу не отметить вклад людей, которые сегодня вносят в экономику, вносят в гуманитарную помощь нашим ребятам. Не могу не отметить те организации, которые сегодня, несмотря на погодные условия, несмотря на их деятельность, приходят на помощь нам, муниципалитету, по чрезвычайным ситуациям. Это, конечно, дорого стоит. Только лучшие из лучших представят Якутию на федеральном уровне. В республике продолжается региональный этап чемпионата «Профессионалы». 2 февраля торжественное открытие своего блока компетенций провел медицинский колледж. О том, сколько юных медиков испытают свои навыки, расскажет Саргалана Неустроева. Чемпионат профессионала – это не просто соревнование. Конкурс больше про дальнейшее трудоустройство и подготовку кадров. К примеру, в этом году впервые в Якутии заработала компетенция помощник фельдшера в малонаселенных пунктах. Надо ли говорить о том, насколько актуальна тема для республики с ее обширными труднодоступными территориями? Кадров, да, все-таки не хватает. Это очень значимо для малонаселенных пунктов, там, где нет, получается, врачей, фельдшеров. Они наши будущие помощники, особенная надежда для всего поселения. Важно отметить, что участие в чемпионате принимают в том числе и школьники. Вот, например, Надежда Семенова, ученица 10 класса, продемонстрирует свои навыки в компетенции тактическая медицина. Разумеется, и будущее свое школьница связывает с этой областью. Уже с детства я обдумывала стать медиком. Всегда мечтала стать как моя бабушка, она медик. И поэтому я очень хочу связать свое будущее с медициной, потому что я думаю, что это мое. Надежда – одна из более чем 80 участников чемпионата по направлению медицина. Как отмечает эксперт конкурса, ежегодно наши ребята демонстрируют достаточно высокий уровень мастерства. По предыдущим компетенциям, которые уже прошли, вот лечебное дело и персонализированные здоровьесберегающие технологии, где у нас участники, наши студенты заняли первое место, отделение лечебное дело, персонализированные здоровьесберегающие технологии мы заняли второе, третье место. То есть, ребята показывают себя достаточно на высоком уровне. В этом году соревнования пройдут на 31 площадке по всей республике. Конкурсанты будут демонстрировать свои навыки по 147 основным и 27 региональным компетенциям. Саргалана Неустроева, Виктор Дичковский, Якутск. Здоровье за деньги не купишь. С этого года на лечение одного человека в рамках обязательного медицинского страхования будет выделяться почти 25 тысяч рублей. Такие данные приводит министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По словам политика, на основе этой суммы формируется общий бюджет затрат на медицинскую помощь всего населения страны на будущий год. При этом, если пациенту потребуется более дорогое лечение, то он получит его бесплатно в полном объеме без оглядки на усредненные цифры. К таким случаям относятся высокотехнологичные операции или дорогостоящая терапия. Якутия вошла в тройку лидеров федерального рейтинга по реализации проекта «Здравконтроль», что было отмечено в Общественной палате России. Проект помогает жителям республики оперативно решать медицинские вопросы через телеграм-чаты «Якутск здоровья» и «Саха здоровья». С 2023 года количество обращений выросло более чем вдвое, до 1250 в текущем году. Сервис позволяет быстро получить помощь по вопросам вызова врача, обеспечения льготными лекарствами и маршрутизации пациентов, а также включает психологическую поддержку для участников СВО. В Нерюнгри состоялся яркий праздник культурного наследия. Прошел районный фестиваль-конкурс народного героического эпоса «Сквозь века». Мероприятие было посвящено знаменательным датам: 3-му десятилетию признания ЮНЕСКО якутского эпоса Олонхо шедевром человечества, году единства народов России и году культуры в Республике Саха-Якутия.
Нерюнгринский район многонациональный, и его представители бережно заботятся о сохранении культуры, национальных традиций, родных языков. Год культуры и единства народов также способствует укреплению межнационального мира и согласия. Одним из первых мероприятий по тематике года стал фестиваль-конкурс «Сквозь века». Главная цель данного конкурса – это, конечно же, популяризация якутского героического эпоса «Аланхо». Мы здесь хотим показать не только древние сказания, легенды, но и хотим донести до каждого жителя нашего района, что это живое искусство, что оно развивается, что оно очень популярное и интересное. Фестиваль-конкурс – это настоящий праздник национального творчества, где разные народы демонстрируют свой эпос через уникальные постановки талантливых людей и яркие костюмы. Кроме того, здесь можно ознакомиться с уникальными выставками и поучаствовать в различных мастер-классах. Данная такая площадка очень хороша тем, что мы позволяем обмениваться опытом, разными культурами. Это будет у нас какой-то живой диалог. И мы видим очень хорошие тенденции из года в год, потому что спрос в этом есть, участников очень много. В этом году у нас 24 заявки, а это больше 100 участников. И мы понимаем, что мы делаем все правильно. На сцене блистали как представители старшего поколения, так и самые маленькие участники. Они выступали в самых разных образах, будь то сказочные духи, богатыри, драконы и многие другие персонажи. Я рассказывала Аланхо Эрчимен Берген. Сначала я все учила, потом я работала над выражением. Там главный герой Эрчимен Берген. Там сначала в стране Айгынов жил старик Эриен с хозяйкой своей Бериен. И потом у них был сын. Он вырастал не по дням, по часам. Потом он пошел на речку, он куда-то пропал. Потом он вернулся, весь этот в доспехах, уже вернулся героем. Присутствовавшие на фестивале участники, жюри и зрители отмечали особую глубокую эмоциональную связь с культурой предков и возможностью обогатить свой творческий потенциал новыми знаниями и впечатлениями. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгрин. Растения, к слову, могут послужить и источником вдохновения. В стенах Национальной библиотеки республики вновь стартовал необычный праздник ума и творчества – фестиваль знаний «Зимний сад». Мероприятие, объединяющее науку, искусство и живое общение, в очередной раз объединяет сотни единомышленников от школьников и студентов до ученых и представителей культурных институций. Тему продолжит моя коллега Надежда Саханская. Наступление весны придется отложить. По прогнозам синоптиков, февраль будет холодным. Однако, невзирая на причуды погоды, в центре Якутска расположился настоящий оазис. На базе Национальной библиотеки республики начал работу 5-й юбилейный фестиваль знаний. Он в себя вкладывает очень много разных направлений, но все они связаны с нашей природой, с нашим краем родным и показаны в творчестве через понятный для любого человека язык. В этом году фестиваль проводится по насыщенной программе. Это выставки, мастер-классы, лекции и семинары. Одним из самых интересных направлений фестиваля стал совместный проект Ботанического сада и Национального художественного музея «Арт-ботаника». Порой вдохновение заводит так далеко, что флора в изобразительном искусстве становится предметом исследования. Вот, например, легендарное хрестоматийное полотно Чикачева «Одуванчики Триграции». Уже по названию понятно, какие растения стоит искать на знакомом полотне. Однако не все так однозначно. Тут вижу и мятлики, знакомое растение. Там где-то на заднем плане расположился сосняк, причем такой густой, довольно-таки неплохой. А спереди туиски с якутской земляникой. Как оказалось, наши якутские художники, но особенно именитые, естественно, они всегда все пишут с натуры. И делая картину с натуры, они очень четко, очень конкретно, очень точно передают все особенности нашей природы. Причем в этот раз организаторы расширили концепцию зимнего сада. На стыке флоры и фауны представлена экспозиция на одном из этажей. Работы художника-модельера Лилии Будищевой нашли свое воплощение как в костюмах русских арктических старожилов, так и в модерновой коллекции изделий из норки. Кутюрье признается, чем длиннее ворс у меха, тем проще с ним работать. Но в то же время в числе фаворитов материалов для работы выделяет бархат. Такой вот символ роскоши. Это писец. Крашеный писец. Это с коллекции амазонки.
это моя фантазия. Тут я вышила форму саранок, ну, как бы растительный мир. В обработке вот леса, песец, Чернобурка – это самое то. Вход на все мероприятия свободный. Программа опубликована на сайте Национальной библиотеки, а сам фестиваль продлится до 20 февраля. Организаторы, в свою очередь, заявляют, зимний сад – это не просто событие, это попытка вырастить новое поколение якутян, для которых знание не обязанность, а удовольствие. Надежда Саханская, Нюргун Старостин, Якутск. Якутские лучники завоевали 10 медалей на Кубке России в Орле. В активе сборной Якутии 2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых наград. В дисциплине длинный лук чемпионкой стала Сусанна Амосова, а бронзу разделили Светлана Ягасова и Николай Васильев. В категории периферийный лук золотую медаль выиграл Алексей Кондратьев, серебро у Нины Сафроновой и Егора Баранова. А бронзовыми призерами стала десятиклассница из Сунтарского улуса Нелли Лукина. Копилку наград пополнили Александр Дьяконов, взявший серебро в бесприцельном классическом луке. Сборная Якутии по художественной гимнастике готовится к важным стартам. Впереди чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа. Сборная тренируется под руководством главного тренера олимпийской чемпионки Ксении Дудкиной. Какую программу готовят спортсменки, узнала Айсен Бурнашова. Вращения и шпагаты. Давай, пошли. Кувырки и работа с предметами. 1, 2, 3 уже ноги. Булавы, мяч, обруч или лента? Что лучше? Обруч. Не определились. Нашим все под силу. Старшая сборная республики едет на чемпионат ДФО в Улан-Удэ соревноваться в групповых упражнениях. Элементы отточены, программа готова, а главное, цель поставлена – победить. Настрой боевой. Мы очень серьезно настроены. Рвать, метать. Мы очень много работаем. Конечно, хотим встать на пьедестал. У нас есть цель. Мы все вместе к ней идем. К своей цели идет и Ксения Медведева. Она поедет на чемпионат бороться в личном первенстве. В художественной гимнастике девушка с 4 лет начинала в родном Нерюнгри. И сейчас... Но сейчас моя главная мечта – выполнить норматив мастера спорта, а дальше уже работать. Работать, не сбавляя оборотов, ведь впереди Якутск. С 12 по 15 февраля республика впервые в истории примет первенство ДФО. Особенный момент и для гимнасток, и для тренеров. Нас всех объединяет, видимо, желание показать, что Республика Якутия наша может, что мы можем показать и дать конкуренцию другим спортсменам на Дальнем Востоке. Они понимают, что их уровень уже выше намного, они понимают уже, приценивают свои силы. У нас кипит работа в зале, на всех коврах у нас идет работа. Плечи! Доделывай! В Якутске гимнастки выступят в личном первенстве. Борьба развернется по программе кандидатов в мастера спорта и первого спортивного разряда. Грация преодолеет гравитацию. Я очень рада, что в Якутске будет проходить первенство Дальневосточного федерального округа. В Триумфе я там начинала тренироваться. Вперед загадывать не буду, что будет, то будет, но думаю, что все будет хорошо. Показать новую программу в Якутске готова и младшая группа. Эти девчонки в групповых упражнениях планируют зажигать. Мы отрабатывали сегодня прогоны, элементы, фуэте, итальянское фуэте и прыжки. Мне художественная гимнастика нравится за красоту и грацию. За красотой и грацией стоит большая работа. Ежедневные тренировки, подготовка по 6 часов и более. Каждая нашла тот самый золотой баланс между работой телом и головокружительными вращениями. Программы у гимнасток все новые, обкатывали год. Сборная Якутии нацелена на серьезные результаты. До встречи, Якутск! Айсена Бурнашова, Айтал Байтунов, Виктор Олесов, Москва. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.